Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Уроки поминания Аллаха, а именно дуа. И мы с вами на прошлой лекции говорили про торопливость. Про торопливость аль-истиаджаль фид дуа. То есть, когда человек, обращаясь к Аллаху, он ждет мгновенного ответа. И когда он этот ответ не видит, то есть, когда он якобы не получает от Аллаха ответ, он перестает тем самым обращаться к Аллаху. Обращаться к Аллаху, якобы утверждая, что вот он один раз обратился к Аллаху, второй раз Аллах так ему и не ответил. И это причина того, вот эта торопливость, мы с вами говорили, что это причина того, что Аллах не принимает дуа раба. То есть от нас должно быть обращение, ответ. Аллаха не надо учить, как отвечать на наши мольбы. И проблема торопливости в дуа заключается не только, мы с вами говорили, да, не только в том, что мы теряем надежду на ответ. За то, что ты торопишь Аллаха, торопишься, Аллах не просто лишает тебя ответа за дуа, а самое страшное лишение это что? Мы с вами говорили. Пророк ﷺ сказал, он перестает обращаться к Аллаху. То есть ты на самом деле беда не в том, что ты лишаешься ответа, а беда в том, что Аллах лишает тебя дуа. Ты перестаешь взывать к Аллаху. Сегодня вначале поговорим про присутствие сердца, то есть состояние сердца во время дуа, и затем перечислим некоторые адабы, правила дуа, иншаллах. Несомненно, дуа, обращение к Аллаху, является одним из самых сильных действующих причин, которые таджлюбу биха аль-умур аль-махбуба, то есть посредством которого человек находит желаемое, привлекает желаемое. То есть для того, чтобы добиться чего-то, вот, это самая прекрасная причина взывать к Аллаху. Просить у Него, и ты получишь то, к чему ты стремился. И с другой стороны, это одно из самых действующих причин, путей, которые отражают что? То, чего ты опасаешься. Потому что цель дуа, на самом деле, когда мы обращаемся к Аллаху, у нас две цели обычно. Или мы чего-то очень желаем, что-то желаем получить, и мы просим у Аллаха, или же мы чего-то опасаемся. Кто-то просит у Аллаха здоровья, кто-то просит, чтобы Аллах отразил болезни. Так ведь? Кто-то просит халяльного имущества, а кто-то просит, чтобы Аллах избавил его от бедствий, от нищеты и нужды. Так ведь? Поэтому, то есть, две цели. И вот как раз дуа, мы с вами говорили, что это один из самых действующих причин этого. Но мы все понимаем, что влияние дуа на нашу жизнь, они различаются. Не всегда наши дуа так быстро принимаются или же действуют на нашу жизнь. Потому что очень часто мы видим, как польза дуа, она становится очень слабой. Человек делает дуа, но почему-то пользы от этого дуа получает, не так, как, например, получали сподвижники, или пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, или величайшие ученые. Или даже мы, вот где-то, когда-то мы обратились к Аллаху, и мы прямо почувствовали, да, результат дуа. Аллах открыл нам. А где-то вот мы просили, а ответ таки, казалось бы, не пришел. Да? Поэтому не всегда результат дуа, он одинаковый. Не всегда. И этому можно назвать несколько причин.
Одна из причин, может быть, заключается в слабости самой дуа. То есть дуа, она есть, но она в природе сама слабой. В чем слабость дуа? Может быть, в содержании дуа. Человек обращается к Аллаху, может быть, искренне, да, но просит у Аллаха то, чего Аллах не любит. Или разрывание родственных уз, или какую-то вражду, чтобы Аллах посеял вражду, да, чтобы Аллах кого-то погубил, ну там в гневе, в ярости, да. То есть причина в самом дуа. Это первая причина. Вторая причина может быть не в природе дуа, в содержании, а в том, кто делает это дуа. В человеке. В человеке. То есть, может быть, слова он говорит, а сердца нет. Да, может быть, он обращается к Аллаху, может быть, с наилучшими словами, да, но в этом дуа нет сердца. И это как, не знаю, как день без солнца, это как душа без тела, да. Поэтому вот вторая причина – это в состоянии души, сердца человека во время дуа. Это тоже одна из причин. Также результат дуа различается по причине некоторых преград, которые встают на пути между взывающим и между Всевышним Аллахом. То есть, может быть, и содержание хорошее, и искренность, смиренность, присутствие сердца, казалось бы, все есть. Но есть преграды, какие-то камни, какие-то заборы, какие-то стены, которые встают на пути дуа. И дуа наша ударяется, наши молитвы ударяются в эти преграды. На примере. Пример. Аклюль харам. Человек кушает харам. Машаллах. Он просит у Аллаха, например, там иман, баракат, да? Есть проблема в содержании дуа? Нет. Он искренне просит. Есть проблема? Сердце там, он очень хочет. Например, давайте там, здоровье для своего ребенка, тот болеет. Конечно, искренне, да? Но только час назад он поел пищу, которая не была дозволена Аллаху. И эта преграда, вот этот камень, который встал на пути дуа, и дуа не может пройти через эту преграду. Поэтому это тоже причина. Грехи, не только аклюль харам, другие грехи, где-то кого-то он обидел, забрал чье-то право, не так совершил фарз, который обязан был совершить. Так ведь? Поэтому какие-то упущения, вот это все причины того, или, например, есть сердца, грехи, которые покрывают сердце, высокомерие, зависть и так далее, и так далее. Вот это все те качества, которые лишают нас бараката наших дуа. Бараката наших дуа. И ослабевают результат дуа. Вот их много. И один из важных основ и величайших условий во время дуа – это то, что дуа человека, мольба, она должна исходить не с языка, а с сердца человека. Язык – это как монитор, который воспроизводит. Мы когда были маленькие, когда нам первый раз показали компьютер, помните, да, кто постарше? Это были такие, эти лупы такие, да, круглые экраны, вот с таким шириной, да, глубиной. И мы думали, что он компьютер.
Вот он компьютер, да, все там. Потом нам сказали, что вот он под столом, системник, там память, там скорость, оперативка и так далее, и так далее. То есть оказалось, что этот телевизор, он просто воспроизводит в цветах, там, в изображениях только то, что там. Вот на самом деле язык это, ну, говорят же, черпало души, да? Поэтому язык, он не может быть искренним, неискренним, так ведь? Искренность, она там, в сердце. И сердце это то, куда смотрит Всевышний. Что видит Всевышний в нас. Ля янзуруллаху иля суарикум ва амваликум. Пророк ﷺ сказал, Аллах не смотрит на ваши изображения, на вашу внешность в первую очередь. Хотя мы не говорим, что внешность, она не нужна. Да? Пророк ﷺ, когда зашел человек с лохматой бородой, с волосами, он не стал при всех его упрекать. Он сказал, выйди, вот так показал, выйди и приведи себя в порядок. Так ведь? Это мы не отрицаем. Но мы должны понимать, что когда мы совершаем поклонение, наша внешность это не в первую очередь. Или амваликум. И Аллах не смотрит на наше имущество, у кого там сколько на карте денег, или кто на какой машине сюда подъехал. Да? Не это важно. Аллах смотрит на наши сердца. Валякин янзуру иля кулюбикум. Аллах смотрит на ваши сердца, на ваши души. Да? И Аллах смотрит на ваши дела. То есть, что исходит из этих сердец. То есть, результат, дела. Поэтому очень важно, чтобы твой зов к Аллаху, да, был от сердца. И если мусульманин, обращаясь к Аллаху, его язык по привычке будет воспроизводить, повторять какие-то заранее заученные дуа и зикры, но в то же время в сердце будет совсем другое, то ценности от этих слов не будет. Потому что Аллаху важнее то, что в сердцах. Вот поэтому мы очень часто вспоминаем про помимо вот этих наружных харакат, телодвижений, зикров, тасбихат, да, во время намаза, мы обращаем внимание на внутренний мир намаза. На внутренний мир намаза. Потому что все мы сейчас совершили 4 ракагата намаза. Вот кто совершил фарз 5 ракагатов? Есть такие? Нет, потому что это бидага, это все, это новшество, это не будет принято. Или там 3 ракагата, да? Да, мне достаточно 3, да? Нет, 4 ракагата. И все слушали, одного имама слышали. Все совершили одинаковое количество суджудов, рукугов, да, и практически, наверное, не было такой большой разницы в наших зикрах. Ну, особенно в фарзе. Это же все за имамом идут, поэтому там большие зикры там во время рукуга или суджуда не сделаешь, так ведь? Потому что это во время сунны там или духа, или тахаджуда больше. Поэтому практически наружный мир намаза был одинаков. Но ученые говорят, если сравнить намазы 2 молящихся, между ними может оказаться разница больше, чем между небом и землей. Как? Они же оба, вот они вместе совершали намаз, машаллах, да? Нет, разница между их намазами там, на чаше весов, в судный день будет, какая? Больше, чем между небом и землей. Почему? Внутренний мир намаза. Состояние сердца. У кого сколько смиренности, искренности, любви к Аллаху, страха перед Ним, надежды. Поэтому это огромный мир, кстати, который мы пренебрегаем. Мы иногда можем столько хадисов выучить про то, как произносить амин, все-таки вслух или про себя. Да? Мы можем там кучу книг перечитать про то, как все-таки руки 10 сантиметров ниже ставить или выше, хотя это все говорят сунна. Никто не говорит, что это фарс. Так ведь? Но внутренний мир, многие просто об этом даже не задумываются и не изучают.
Хотя вот между небом и землей. И Пророк сам сказал, человек может совершить намаз и получить за это, сказал, половину, 1/3, четверть, 1/5, шестую, 1/10 часть. То есть он совершил намаз полностью, но получил за этот намаз. Может быть, и зикры не пропустил. Так ведь? Все зикры повторял, но может получить 1/10 часть. Вот здесь то же самое. Во всех айбадатах решает прежде всего состояние сердца. Прежде всего состояние сердца. Поэтому нужно исправлять сердце, исправлять свой ният, обновлять свой ният. Поэтому, когда на джиназу позвали, все убежали. И шейх, который давал урок, это известный шейх, я просто сейчас вспомнил, не могу имя вспомнить, да? Он остановился, какое-то время посидел, а потом только пошел. И когда спросили, почему, говорит, вот эта пауза, я, говорит, ният сделал. Потому что за правильный ният за джиназу он получит больше. Поэтому даже когда, не знаю, ты делаешь добро жене, там, детям, не знаю, женщина служит мужу, когда там родителям что-то делаешь, да, братьям, надо правильный ният делать. И тогда ты получишь награду больше. И влияние этого благодеяния на твое сердце будет намного больше. И вот здесь то же самое дуа. Субханаллах. Вот даже когда началась мобилизация, столько дуа, столько зикров пошли. Прямо полетели по WhatsApp, по телеграмму, да? Там что делать, какие дуа надо делать за сыновей, там во время войны надо вот это дуа делать, там патроны, там снаряды тебя не будут, это. Что только не пишут, да? И бреда много. И до меня там долетают уж, да? Там кто-то отправляет. И ко мне приходит этот зикр, дуа уль-мустаджаб. На самом деле, Пророк сказал, что это дуа принимается. Чья дуа? Какого пророка? Юнус алейхиссалям. Пророк сказал, дуа обладателя кита Юнуса принимается. На самом деле, то, что Юнус алейхиссалям с какими словами обращался, да, Пророк сказал, это мустаджаб. Но мы должны понять одно. Для того, чтобы эти слова были приняты Аллахом, нужно еще иметь сердце обладателя рыбой. То есть человек, который оказался в утробе кита, сколько времени он там пробыл, в хадисах не говорится. Где-то говорится 3 дня, где-то сколько-то часов, где-то говорится, что там неделя. Но это уже не исламские источники. Ибн Касир берет древние эти еврейские источники берет. Поэтому Аллах только знает, сколько он там пробыл. Там, в море, внутри, да. И, конечно, он, когда взывал к Аллаху, состояние сердца было другое. И просто, пусть Аллах меня простит за это сравнение, просто повторять эти великие слова, как считалочку во время, вот в детстве считалочки были же, да? Такого результата не даст. Сердце. Поэтому обязательно присутствие сердца, состояние сердца и беспечное сердце, когда сердце, оно где-то там, где-то в дунья, да, и нет во время этого обращения даже, может быть, доли сердца, то Аллах не примет. Это же мы людей можем обмануть. Мы можем подойти к какому-нибудь царю, там брови нарисовать, искренность показать, что-нибудь рассказать ему, чтобы он поверил нам. Это его можно обмануть. И то, если он там опытный, Аллах может ему мудрость дать и это, да? А как мы Аллаха-то можем обмануть? Если ты там руки нарисовал, там облик, внешность, там слова подобрал, а сердца-то нет. Аллах же видит, что у тебя там сердца нет. Сердце там оно, где-то торгует на рынке, где-то там какую-то сделку проворачивает, потому что в сердце это, а не это вот. Вот поэтому очень важно, потому что вот слабое сердце, беспечное сердце или лишает нас результата дуа, или чем больше беспечности, тем меньше результат дуа. Тем меньше и результат. Поэтому ученые
сравнивают такие дуа именно с луком, когда берут стрелу и лук. Когда лук натягивается, слабо, вяло, да, вот так немного. Выпускаешь стрелу, стрела через несколько метров падает. И она не может дойти до цели. Почему? Потому что сердце слабое. Слабое сердце. Нет искренности, нет настойчивости, нет стремления. Вот как раз мы это обсуждали, говорили об этом на прошлой лекции. То есть, Аллах, прости меня, если захочешь. Где здесь сердце? Где здесь упорность, настойчивость? Где? Нету. О, Аллах, смилостивайся надо мной, если захочешь. Да? Как будто, если ты не простишь, другие простят. Нет такого. Вот поэтому ценность наших дуа заключается именно в чем? В состоянии наших сердец. Имам Ахмад передает нам хадис от Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас, радийаллаху анхума, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-кулюбу ау'ия» – сердца подобны сосудам. Сердца – это сосуды, куда можно что-то положить, так ведь? «Ваба'духа ау'а мин ба'д» – и некоторые из этих сосудов, они вмещают больше, чем другие. Некоторые сердца более вместительны, чем другие. Не все одинаковые. Это как почва. Дождь везде полил, где-то выросло, а где-то нет. А где-то просто лужа образовалась. Но зато птички, как в Коране есть же аят, да? Птицы или там животные попили. Так ведь? Вот поэтому некоторые сердца, они более вместительны, чем другие. «Фаида саальтумуллаха азза ва джалля айюханнас». О люди, если вы будете у Аллаха просить что-то, «фас'алюху ва антум мукинуна биль иджаба». Просите, и пусть ваши сердца будут убеждены в том, что Аллах вам ответит. То есть, якобы Аллах должен мне ответить, да? То есть, убеждены, что Аллах вам ответит. «Фаинна Аллаха ла ястаджибу ли абдин дааху ан захри кальбин гафиль». Ибо Аллах не ответит тому рабу, который взывает к нему ан захри кальбин гафиль, то есть через беспечное сердце, через невнимательное, небрежное сердце. Этот хадис в сборниках имама Ахмада. Поэтому даже некоторые ученые говорят, что иснад этого хадиса загиф, но некоторые говорят, да, но ученые говорят, что это его значение, то, о чем здесь говорится, несомненно достоверное, то есть это правильно. И поэтому мусульманин должен обращать внимание на состояние его сердца. Сердце должно быть здесь, а не где-то там. Вот говорят же, сердцу не прикажешь. Это вот и во время намаза. Можно заставить, намного легче заставить твое тело прийти, тахарат взять, омовение взять и встать на намазлык, да? Но намного сложнее заставить твое сердце оторвать, то есть намного сложнее оторвать сердце с дунья. Намного, вот задайте себе вопрос. Вот все сидят сегодня, ночной намаз, машаллах, совершили в мечети, но у всех ли сердца дошли до мечети? Успели они дойти до мечети или все-таки еще там остались? Вот намного сердце подчинить сложнее, потому что это сердце. Вот я даже согласен с этим высказыванием, сердцу не прикажешь. Сердце все равно будет с теми, кого он любит больше. Поэтому если в тебе будет больше любовь к Аллаху, оно будет здесь. И будет двигать тебя к этому. Человек будет скучать по намазу. И это очень важно. Поэтому пророк, Всевышний, когда описывал лицемеров, он сказал, да, они встают на намаз. Но они встают лениво, нехотя. Они не хотят молиться, они заставляют себя. И это их лицемерие, потому что нет любви к Аллаху. Он не скучает по Аллаху. Некоторые говорят, что недавно же читали намаз. Опять что ли намаз читать? То есть это проблема, это болезнь. Ты должен радоваться. Аллах 1,5 часа назад тебя принимал, Аллах Тааля, на приемный, да? Тебя выслушивал. И Аллах Тааля говорит, снова иди ко мне. Все, встань передо мной,
падай ниц передо мной, проси у меня. И вместо того, чтобы радоваться этому, некоторые расстраиваются. Вот поэтому это проблема сердец. Все это проблема сердец. Поэтому Аллах сказал: «Вайна халя кабира». Воистину, совершать намаз очень тяжело. Почему? «Илля аля аль-хаширин». Кроме тех, которые смиренны перед Аллахом. То есть, если сердце смиренно перед Ним, если сердце понимает, кто Он и кто ты, да, для тебя совершать намаз будет намного легче. Намного легче. И, значит, что нам нужно сделать? Первое, нам нужно обеспечить присутствие сердца во время дуа. Потому что без сердца слова теряют свою ценность. Так ведь? Первое. Второе. Мы должны избавиться от всех преград, которые встают между тобой и твоим Создателем. И через эти преграды наши дуа не могут дойти до цели. Так ведь? И вот здесь Ибн Каим, рахимахуллах, в своей книге, машаллах, то, что пишет Ибн Каим, это сливки. Поэтому я сейчас постараюсь прочитать вам и по ходу перевести его слова. Да? Вот Ибн Каим говорит: если дуа, во время дуа собирается первое сердце и другие причины принятия дуа, и также человек избавляется от преград, которые мешают его мольбе дойти до цели, да? И человек, если он поймает 6, он говорит, что их 6 благословенных времен, когда Аллах принимает наши дуа, да, то его дуа не должна остаться без ответа. И он перечисляет, какие это времена. Мы с вами в предыдущих лекциях об этом говорили. И он говорит: «Вахуа ас-сулусуль ахир мин аль-лейль». Первый — это последняя треть ночи. Это номер один. Это номер один. Это самое лучшее время для обращения к Аллаху. То есть это первое, да? Последняя треть ночи. Второе — во время азана. Во время азана. Третье — между азаном и икамат. То есть пока икамата не было, значит между азаном и икаматом. То есть икамат — это уже когда объявляется начало фарза. Все, должны уже люди вставать. Кто даже сунну читал, или завершить, или прервать. Так ведь есть свои правила. Все, между азаном и икаматом. Четвертое — после намазов. То есть намаз ты совершил, и это то время, когда Аллах особенно тобой доволен, потому что ты совершил намаз. И как это, мы об этом уже говорили, что во время намаза есть, и еще плюс в конце намаза, то есть до саляма есть, когда ат-тахият почитал, салават почитал, вот это время дуа. Вот это время дуа, когда дуа принимается, да, после намаза, в конце, в завершении намаза. Это четвертое. Пятое. Когда имам в пятницу поднимается на минбар. Вот это время, когда это один из вариантов вот того часа, про который Пророк сам сказал, что в этот час Аллах йом-аль-джумга, в пятницу, Аллах обязательно примет дуа. Да? Вот это одно из вариантов, то, что имам, когда поднимается на минбар, это вот как раз то время, когда принимается наша дуа, пока не совершится намаз. То есть это время продолжается. Имам встал на минбар, значит будет хутба. Потом после хутбы делается икамет, после икамета совершается намаз. Вот до конца намаза продолжается это благословенное время. Поэтому одна из сунн во время хутбы еще делать дуа, потому что это то время, когда принимается наша дуа. И шестое время ахиру саатин ба'даль гаср, то есть это последние часы в пятницу после асра, до захода солнца. И вот, идем дальше. Если в сердце человека присутствует
аль-хушух, смиренность, инкисар, бейна яди робби, то есть, когда твое сердце в трепете, когда твое сердце чувствует, перед кем он находится, да, перед Создателем небес и земли, перед властелином всего царства, так ведь? То есть твое сердце должно понимать это все. Когда твое сердце, оно чувствует свою слабость перед ним, свою нужду в его помощи, в его милости, так ведь? Также следующая причина. Если человек направился в сторону кибля, это одна из причин. То есть лучше дуа делать, направляясь в сторону кибла, Мекки. Следующий адаб, правило. Это все не обязательно, но это то, что является причиной принятия дуа. Чтобы он был с тахаратом, то есть дуа с тахаратом лучше, чем дуа без тахарата, да? То есть он поднимает руки. Это общий адаб. Если есть возможность поднять руки. Аллах, Пророк сказал, стесняется оставлять наши поднятые руки пустыми. То есть без ответа получается. Поэтому это тоже причина. И уже идет текст дуа, содержание, да. Он начинает, прежде чем просить у Аллаха, он начинает с восхваления Всевышнего Аллаха. Сначала нужно, сурат аль-Фатиха, идеальный шаблон дуа, да, альхамдулиллахи раббил алямин, ар-рахман ар-рахим. То есть мы восхваляем Всевышнего Аллаха за его дары. Если ты хочешь, чтобы Аллах тебе сегодня или завтра что-то дал, то поблагодари его за то, что он уже тебе дал. Так ведь? Вчера, сегодня. Поэтому сначала мы восхваляем Аллаха, воздаем Ему хвалу, мы говорим, что Он всевидящий, что Он всеслышащий, что Он всемогущий, что Он милостивый. Даже мы используем те слова, те Его имена и атрибуты, за которым идет наша дуа, содержание дуа. То есть, если ты хочешь милости Аллаха, не говори «Я кахар». Кто-то говорит: «О Аллах, смилостивайся надо мной, ибо ты сокрушающий». Это неправильно. Это когда кто-то на врагов может против врагов дуа делать и сказать: и ты сокрушающий, да? Поэтому нет, мы говорим: «О Аллах, смилостивайся надо мной, ибо ты милостивый». Или, например, ты говоришь: «О Аллах, дай мне удел, ризк, ибо ты раззак». То есть нужно уметь, мы об этом говорили, не помню, какая лекция была, да? То есть нужно правильно уметь использовать имена и атрибуты Аллаха. То есть получается, ты восхваляешь Аллаха, воздаешь Ему хвалу, да. Дальше, следующий момент. После прав Аллаха переходим к кому? К правам пророка. Обязательно воздаем салават за его любимого пророка. Никаких ценностей не будет в твоих словах, в твоих искренних просьбах, слезах, если ты забудешь про право его любимого, самого любимого творения. Самое любимое творение Аллаха — это кто? Это его пророк. Это пророк саллаллаху. Если ты забудешь про него, все. Как бы ты ни говорил, твоя дуа не примется. Поэтому после слов восхваления Всевышнего Аллаха переходим к салавату за нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Затем, перед тем, как просить у него что-либо, мы начинаем с покаяния и истигфара. Вспомни про свои грехи. Попроси за эти грехи прощения. И если Аллах после твоих слов покаяния и истигфара простит тебе грехи, это получается, что ты вот эти камни, которые лежат на пути, вот эти заборы, через которые не может дуа пройти, или же через которые ризк оттуда не может до тебя дойти. Получается, после покаяния и истигфара эти преграды уходят, и этот ризк спокойно доходит до тебя, или же баракат этого риска возвращается к тебе. Поэтому Ибн Кайим говорит, прежде чем назвать свою нужду или сказать, что ты хочешь от него, да, начни с покаяния. Умар ибн Хаттаб, когда собрал весь народ на истиска, не было дождя, засуха, что делать? Истиска. Истиска — это
дословно переводится как «и спрашивание у Аллаха дождя». Он собрал всех на истиска, то есть, чтобы попросить у Аллаха дождя, но ни разу про дождь не сказал. Но он обратился к Аллаху с покаянием, с истигфаром. Он очень много просил: «О Аллах, прости, мы все грешные, прости, Ты прощающий, прости нам грехи». И он завершил истисха и про дождь ничего не сказал. Так ведь? И все разошлись по домам, и Аллах дал им дождь. И когда у него спросили: «О, амируль му'минин, ты про дождь ничего не сказал?» Да, он сказал: я попросил у Аллаха то, что притягивает к нам дождь. То есть, «Факульту стагфиру раббакум, иннаху кана гафара, юрсили самаа алейкум мидрара». Нух алейхиссалям сказал, сурату Нух, я сказал своему народу: просите у Аллаха прощения, ибо Аллах прощающий, и тогда Аллах ниспошлет на вас обильные дожди. То есть, иногда не надо просить у Аллаха, даже не придется просить у Аллаха что-то, если ты искренне покаешься перед Ним. Потому что это что-то, оно скиталось где-то, не могло тебя найти, потому что ты был в грехах. Грехи Аллах простил, все, это само тебя нашло. Вот, поэтому начни с покаяния, начни с истигфара. И поэтому очень многие ученые, когда к ним приходят, говорят там: у меня проблемы с деньгами. Кто-то приходит: у меня там, я женился, вот с женой живем сколько лет, но у меня детей нет, например, да? Или там у меня какие-то проблемы. Очень часто ученые говорят: истигфар. И Хасан аль-Басри, сколько? 4 человека пришли к нему, 4 проблемы, он всем сказал: истагфирилля, проси у Аллаха прощения. Потому что Аллах Тааля, если простит тебя, Аллах сам тебе даст. Поэтому тауба истигфара. Затем дахаля аля Аллахи ва алаха алейхи фил мас'аля. То есть затем он обращается к Аллаху и проявляет настойчивость. То есть нельзя просить: «О Аллах, дай, если захочешь». Да? Нельзя. Настойчивость. Нужно быть уверенным в том, что ты просишь. Нужно просить так, что если Аллах тебе этого не даст, ты погибнешь. Вот нужно быть в таком положении. Так ведь? Как один из ученых сказал, я вот искал это, не смог найти. Это в одном уроке было у нас, на одном уроке. Один ученый сказал, что все мы подобны. То есть представьте себе человек, который постигло кораблекрушение. К вечеру у меня уже язык этот не работает, да? Кораблекрушение. И он хватается за одну дощечку. Вот он в океане, там, в море, и вот одна дощечка. Он хватается за эту дощечку и обращается к Аллаху. Вот в каком положении он будет? Да, вот в это время. И этот ученый сказал, что все мы находимся вот в этом положении. Даже если мы не в океане, даже если мы не на этой дощечке хватаемся, да, вот мы все в этом положении. И мы просить должны так, как он просит сейчас спасения. Поэтому мы обращаемся к Аллаху. Обращаемся к Аллаху и проявляем настойчивость в наших дуа. «Вадааху рахбатан ва рахбатан». И он взывает к нему, стремясь к его помощи, к его милости, к его заботе, к его прощению, то есть с надеждой. «Варахбатан» и еще со страхом, потому что мы страшимся Аллаха. Аллах может наказать нас, Аллах может лишить нас, Аллах может лишить бараката, Аллах может погубить нас, Аллах может вести нас в ад. Поэтому надежда и страх должен быть в наших дуа. وَتَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَتَوْحِيدِهِ. И человек ищет путь к Аллаху, вот этот тавассуль, через его прекрасные имена и атрибуты. Нужно научиться правильно обращаться к Аллаху. У нас были отдельные уроки. Вот: «О Аллах, смилостивайся надо мной, ибо Ты милостивый. О Аллах, прости меня, ибо Ты прощающий». Как один из праведных предшественников, который обращался к Аллаху, он говорил следующие слова: «О Аллах, я знаю, у меня много грехов, но Твоя милость безгранична». То есть невозможно мои многочисленные грехи сравнить с Твоим великим прощением.
с твоей великой безграничной милостью. Поэтому, то есть, прости меня, ибо у тебя прощения больше, чем у меня грехов. Вот, поэтому нужно обращаться к Аллаху через Его прекрасные имена и атрибуты. Фаинна хада дуа. И вот если мусульманин возьмет вот все эти вышеперечисленные причины, его дуа не должна вернуться обратно. Она не должна вернуться обратно. Потому что он взял все вот эти причины, на которые указывает книга Аллаха и сунна его пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И вот это слова Ибн Кайима, рахимахуллах. И вот давайте мы подытожим его слова и перечислим вот эти все причины принятия дуа. Первое, самая первая причина – это сердце. Это сердце. Даже люди говорят, «Ирактан шаккан иракка ирша». То есть, когда даже человек говорит от сердца, оно как-то воспринимается сердцем, потому что баракат. А что касается Всевышнего, он видит состояние твоего сердца. Поэтому, если там нет смиренности, если нет там трепета перед Ним, если сердце не содрогает, не чувствует, перед кем он, да, к кому он обращается, никакой ценности нет нашего дуа. Поэтому первое – это присутствие сердца и состояние сердца очень важно. Второе – мы должны знать, изучать и искать, беречь вот эти баракатные времена. Вот очень много братьев, они просто вот между азаном и хаматом, сидят в WhatsApp. Ну вот отключай телефон, выкинь куда-то. Придумай что-нибудь, чтобы тебя не отвлекало это, потому что это благословенное время, когда не с женой, не с коллегами надо, а с кем? Это сейчас время, когда твои дуа не возвращаются. Пророк сам сказал, а надо с Аллахом. Это не время, чтобы с женой разговаривать. Это время с Аллахом надо. Поэтому нужно изучать и соблюдать эти времена. Не надо их упускать. Да? Третье. Ан якуна ан хушуа фил кальби ва тадаллюль ва тадарру. То есть твое сердце должно быть смиренно. Оно должно чувствовать, перед кем он. Вот эта смиренность, вот это понимание нужды. То есть мы все нуждаемся в нем. Вот это разум, сердце, оно должно понимать. Четвертая причина. Ан ястакбиля да'я аль-кибля. Тот, кто взывает к Аллаху, если есть возможность, он должен повернуться в сторону кибля, хотя это не условие. Мы знаем, во время хутбы пророк саллаллаху обратился к Аллаху. Получается, он стоял спиной куда? Кибла. Потому что он стоял лицом к людям. Поэтому это не обязательно, но это лучше, если есть возможность. Пятая причина, на которую указывает Ибн Кайим, ан якуна аля тахара, чтобы он был с тахаратом. Шестая причина – поднимать руки. Это умум, то есть это общее правило поднимать руки, если посланник Аллаха саллаллаху где-то не научил или не указал, что здесь не нужно поднимать руки. Вот есть моменты, когда не нужно поднимать руки. Если вот это нет таких указаний, тогда можно в любое время поднимать руки. Это шестая причина. Седьмая причина – правильно начать дуа. То есть сначала мы восхваляем Всевышнего Аллаха, прославляем Его, затем мы воздаем салават за нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Восьмая причина – перед тем, как начать называть свои вопросы Всевышнему Аллаху, просить, да, назвать свою нужду, мы начинаем с тауба, с покаяния и истигфара. Зачем это нужно? Мы уже об этом говорили. Дальше нужна настойчивость. Вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он, когда просил у Аллаха что-то, он даже повторял это несколько раз. Он иногда погружался в какие-то детали. Вот, например, постараюсь быстро, да, у нас время уже проходит, истекает. Вот, например, пророк саллаллаху алейхи вассалям во время суджуда есть замечательный дуа. Найдите это дуа. Это есть. И
выучите и используйте это дуа. Ну, в каждом намазе. Пророк ﷺ просил у Аллаха прощения во время суджуда. И говорил: Аллахумма гфир ли данби кулля. О Аллах, прости мне все мои грехи. Вот казалось бы, ну все же. Нет. Потом он начал отдельно перечислять. О Аллах, прости мне все мои грехи. Кулля. Диккаху ваджилля. Малые грехи и большие грехи. Диккаху ваджилля. Ва аляниятаху ва сирра. То есть те грехи, которые я совершил неосознанно, а явные грехи, то есть явно и тайно. И те грехи, которые я совершил давно тогда, и те грехи, которые я совершил недавно. То есть пророк ﷺ каждый грех он вот так повторял. Повторял, чтобы Аллах каждый грех простил. Хотя мы знаем, природа, нрав пророка ﷺ, он не был многословен. И он никогда не делал повторений для красоты его речи. Никогда. Пророк ﷺ, если это повторял, значит в этом был смысл глубокий. И посланник Аллаха ﷺ, когда что-то просил, он просил несколько раз. То есть вот эта настойчивость, вот эта твоя настойчивость, твое устремление, это очень важно во время дуа. Это у нас получается 9-я причина. Да? 10-я причина – надежда и страх. Надежда. Когда мы с вами говорили, дуа – это или ты что-то хочешь от него, от Аллаха, да? Или же хочешь, чтобы Аллах тебя уберег от чего-то. Вот поэтому здесь надежда, что Аллах Тааля тебя простит, если ты хочешь, чтобы Он простил тебя. Что Аллах тебе помог, дал шифа там, тебе, твоему ребенку и так далее, и так далее. Открыл тебе пути риска, там, в каком-то деле тебе помог. Вот поэтому здесь надежда, надежда. А здесь страх. Страх. Потому что Аллах Тааля может наказать, погубить. Мы просим у Аллаха защиты от ада и так далее, и так далее. Надежда и страх. И 11-я причина, то есть мы обращаемся к Аллаху через Его, посредством Его прекрасных имен. Это целая наука, это целый урок. Мы должны научиться правильно использовать имена Всевышнего Аллаха. 12-я причина, вот еще перед дуа еще можно дать садака, он говорит. То есть можно сделать какое-то благое дело, садака дать или еще что-то, а потом делать дуа. 13-я причина, нужно постараться найти и использовать те дуа, которые посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что они примутся. Он же сказал нам, что они примутся. Значит, те дуа, которые посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам, что они принимаются, есть дуа, например, конкретные, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, вот, например, дуа «Заннун», да, дуа, с которым взывал к Аллаху Юнус, алейхиссалям. Есть дуа, который, например, он услышал от кого-то. Вот в мечети он находился, и кто-то обращался к Аллаху с какими-то дуа. Есть этот целый там список дуа, да? И он сказал, этот человек воззвал к Аллаху через бисмихиль а'зам, то есть через его самое великое имя, поэтому Аллах обязательно ответит ему. Вот поэтому нужно изучать, искать эти дуа и использовать. И вот если мусульманин будет изучать, знать, использовать вот эти все причины, да, но его дуа не должна возвратиться обратно. Аллах, иншаллах, будет принимать это дуа. Но есть еще один момент, да, и этим я завершу, иншаллах. Помимо дуа, если ты хочешь добиться чего-то, помимо дуа, есть еще что? Ты должен для того, чтобы Аллах дал тебе это, то, что ты просишь, ты должен еще создать причины. Так ведь? Если ты, например, утром проснувшись, просишь у Аллаха ризк, ну, ты хотя бы должен встать с кровати и поискать этот ризк. Так ведь? То есть выйти куда-то, на работу, еще что-то, да?
То есть это тоже очень важно. Мы не можем просить у Аллаха просто ризк, а сами лежать там, не знаю, без дела. Или, например, кто-то просит у Аллаха: «О Аллах, дай мне знания», а сам книги не хочет читать. На урок не хочет идти. Устаза себе не ищет, например. То есть он не создает причин, он ничего не делает, чтобы стать ученым, а просит у Аллаха знаний. То есть ты, если просишь у Аллаха знаний, ты что-нибудь сделай, чтобы Аллах дал тебе эти знания. Он тебе откроет, ты увидишь. Ты же просил, если примет Аллах, вот все причины принятия дуа ты сделал, все, ты сейчас встань и поищи эти знания. И Аллах тебе даст эти знания. Поэтому, кто говорил? Риза Фахриддин, рахимахуллах, это наш величайший ученый, да? Он говорил: человек, который лежит под одеялом и просит у Аллаха знания, этот человек, это подобен тому, который весной не посеял, а осенью ждет урожая. То есть весной надо было посеять. Так ведь? Чтобы осенью была какая-то надежда, что ты получишь урожай. Вот поэтому человек, который лежит под... И очень многие ученые пишут про то, что человек, который хочет стать ученым, он должен лишить себя сладкого сна. Когда у одного великого ученого спросили: а как ты стал таким ученым? Он ответил: то масло, которое я расходовал по ночам, оно было больше, чем та вода, которую я пил. Масло — это что было раньше? Свеча. То есть он всю ночь, у него свеча горела. И вот то масло, которое он расходовал, читая книги, этого масла было больше, чем та вода, которую я пил. И именно поэтому Аллах дал мне это знание. Поэтому человек может просить знаний, да, а сам ничего не делает. Или, например, может сказать: «О Аллах, дай мне праведных детей», да, а сам ничего не делает. Ты хотя бы женись. Вот начни с этого, да. Потом, когда у тебя появятся дети, ты сделай что-нибудь, чтобы их воспитать. Поэтому, как сказать, надо причины создавать. И было время, когда, помните, таблиговцы ходили по мечетям, да? Я смотрю, один брат наш, мы с ним в мадресе учились, где-то в Альметьевске я его вижу, потом где-то я его там вижу. Я говорю: машаллах, брат, ты такой, машаллах, на пути Аллаха. Да. Говорит. Я говорю: а ты у тебя же семья была, дети. Да, есть они там, где-то Мамадышта, что ли, там. Я говорю: а ты как их обеспечиваешь, на работу ходишь? Нет, я не работаю, говорит, я же на пути Аллаха. Я говорю: понимаю. Я говорю: и Гумар на пути Аллаха был, и Абу Бакр, люди же работают должны, да. Хазрат, ты понимаешь, говорит, Аллах, говорит, кому-то через работу дает, а кому-то просто так дает, говорит, ризк. Я говорю: понимаю, как? Вот как птицы, говорят, они же утром вылетают, у меня этот хадис приводит, да, то есть кто будет таваккуль делать Аллаху, кто будет уповать должным упованием, Аллах будет кормить его так, как кормит птиц. Они утром выходят с пустыми желудками и приходят с полными. Так я говорю, пророк же сказал, что они выходят с пустыми, они же улетают, они же ищут это. Вот поэтому нужна причина. Человек должен встать, что-то сделать. И Аллах Тааля даст ему. Поэтому просто просить, да, и потом... И мы должны понимать, ответ, как приходит дуа. Вот ты попросил у Аллаха, например, праведных детей. И Аллах тебе дал праведную жену, например. И ты женился на ней. И эта праведная жена сделала очень много, чтобы твои дети были какими? Праведными. Поэтому не надо ждать сразу конечный результат. Откуда-то эти праведные дети появились, да? То есть, если Аллах принимает твое обращение, твое дуа, Аллах открывает пути того, что должно к тебе, что? Прийти. Брат попросил у Аллаха ризк, чтобы он мог обеспечить свою семью, закат платить. Это не значит, что завтра ему на карту что-то придет, да, или кто-нибудь придет бисмилля, да. То есть Аллах откроет ему путь, то есть у него где-то дела пойдут. Придет человек и скажет: слушай, оказывается, ты занимаешься этим, а я занимаюсь этим, а давай мы с тобой вместе работать. Ты получишь столько. И машаллах, они сработались. То есть Аллах открывает путь.
Даже, например, когда вот шифа, когда тебя постигла болезнь, конечно, шифа только от Аллаха. Но когда ты просишь у Аллаха шифа, это не всегда ты ложишься спать больным, а утром просыпаешься здоровый. Идешь к врачу, там, а ко мне, кажется, уже нет. Или там порога сердца уже нет. Все. Нет, это не всегда так. Жизнь, она существует по определенным правилам. То есть человек должен младенцем родиться, а потом только мы не Адам и Ева, чтобы сразу, да? Поэтому вполне возможно, ты попросил Аллаха шифа, и где-то тебе кто-то сказал, что вот есть такой врач, который именно занимается этими больными. То есть Аллах открывает тебе путь к тому, что ты просил у Аллаха. Понимаете? То есть ты попросил у Аллаха знания, и в городе появился какой-то ученый, который даст тебе это знание. Но для этого ты должен к этому ученому пойти и оставить семью, это, чтобы, ну, как сказать, чтобы потратить время перед ним, проявить иджтихад. Это же не просто так. А то некоторые братья там говорят, а я, говорит, уезжаю. Я говорю, куда? В Египет. Ну, это лет 10 назад там. Я говорю, а как? Ты же бизнесом занимался, это там. Да, говорит, не получается, говорит, ученым стану. Ну, вот это же так получается, да? То есть у него тут не получается, там не получается. Он решил знаниями, субханаллах. Ты здесь не смог, ты думаешь, там сможешь? Ты думаешь, вот туда придут шейхи тебе, возьмут такой шприц и тебе там мозги накачают там знания, познания, это все, и ты придешь ученым, да? Поэтому ты думаешь, там меньше надо работать, там еще больше надо трудиться. За этими книгами, там, или там кто-то тут не смог, там не смог, и решил хафизом стать. Кстати, очень много таких братьев. Вот он, тут не получилось у него, там не получилось, там, здесь его выгнали, не смог учиться, там в этом училище не получил, там, и он решил стать хафизом. Ну, это разве возможно? Это разве возможно? То есть, ну, это же как, ты думаешь, там не надо трудиться ночами, чтобы это все выучить, чтобы это все узнать, это все правила, потом еще это все не забыть, это же огромный труд. Вот здесь то же самое. То есть, Аллах открывает тебе пути, если Аллах тебе... Это как со смертью. Ангел смерти просто так не приходит. Обычно. Хотя внезапная смерть перед судным днем, пророк сам сказал, они будут. Пророк сам сказал, когда приближается кончина, Аллах отправляет причину. Вот тебе надо в Чилны, оказывается. А к тебе навстречу выезжает, ну, Аллах сахласын, выезжает фура. Это твоя фура. И ангел смерти там. Или, например, самолет, двигатель там сломался. Все. То есть Аллах всех собрал там. Всех. Вот когда самолет упал, акбарсовский, многие, я с родителями встречался. Конечно, дай Аллах им терпение, да. Это было очень тяжело, потому что они даже тела не смогли найти. И особенно те, кто далек от намаза, мы же все равно, вот намаз, поклонение, зикр, мы же находим успокоение, да. И многие говорили, почему я разрешил там сыну на этот самолет сесть, хотя вот же там поезд был. Я говорю, понимаете, родители, я говорю, понимаете, если бы они на самолет не сели, Аллах бы всех на поезде собрал бы. И поезд сошел бы с рельсов или взорвался бы, еще что-то, потому что у них риск закончился. Крупинки последние упали. Вот поэтому везде она причина. Ты попросил у Аллаха что-то. Вот Аллах тебе открыл. Иди, работай, трудись, и здесь ты найдешь ответ своей мольбе. Вот. Поэтому во всем есть правила. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.